Очень был похож на какую-то спланированную атаку, что как будто бы одна методичка пришла всем телеграм-каналам. Уверяю вас, я не получаю никаких методичек, никаких указаний. Я пишу, что вижу. Я не являюсь журналистом провластным, я не являюсь журналистом, наоборот, оппозиционным. Есть вообще разные точки мнения на саму природу деятельности и мотивы этих активистов. Но, может быть, жители Осинова все-таки должны выбрать, хотят ли они, чтобы он там был, даже если он самый безопасный. То мнение меньшинства, оно должно приниматься во внимание, но оно не должно ставиться, превалировать над мнением большинства. Вот в чем дело. У меня нет пренебрежительного отношения именно к противникам МСЗ. Почему я назвал овуляшками? Я не считаю это оскорблением. Да, я переборщил. Добрый день. Сегодня у нас в гостях журналист-блогер Альберт Бигбов. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте. Сегодня я не одна, и ведет этот выпуск со мной мой коллега Вадим Мещеряков. Вот я, наверное, и начну. Альберт, вы очень много в своем телеграм-канале пишете о проблеме мусоросжигательного завода, и не только, но начнем именно с этой темы. По итогам слушаний, которые прошли 28 июня, целый ряд анонимных и не очень телеграм-каналов выступили с очень большой критикой активистов, которые выступают против мусоросжигательного завода, против его строительства. Очень был похож на какую-то спланированную атаку, что как будто бы одна методичка пришла всем телеграм-каналам анонимным. Вот не считаете ли вы, что это действительно так? И, может быть, расскажете, почему, на ваш взгляд, все так активно в едином порыве, чуть ли не в единое время высказались отрицательно, критикуя активистов? Вы, как видите, у меня не анонимный телеграм-канал, и, собственно, такой канал под именем Бигбов Гуру, я его веду, и мне трудно сказать за какие-то анонимные телеграм-каналы, какая у них там внутренняя редакционная политика, чем они руководствуются. Но не только телеграм-каналы достаточно скептично освещали вот это последнее слушание, но и многие СМИ республиканские также поставили акцент на совершенно недопустимое поведение некоторых людей, пришедших на эти слушания. Мы говорим о какой-то там группе активистов, и сами видите, какие события были. Были драки, были крики, была совершенно ужасающая обстановка. Поэтому трудно говорить как какой-то методичке. Что видят, то пишут. Во-первых, не все были на этих слушаниях, я уверен. Не все те анонимные авторы телеграм-каналов, чтобы так писать. Я просто потому, что я вас достаточно давно знаю, вы всегда мне казались таким взвешенным человеком. А вот, как я заметил, по-моему, с президентских выборов, реально, по-моему, Марат Ешарович Муратов отослал, по-моему, всем одни и те же методички, как работать на президентских выборах. И дальше пошла, собственно, такая единая канва, как писать о конкретных событиях, которые вызывают общественный резонанс в республике или в городе. Уверяю вас, я не получаю никаких методичек, никаких указаний. Я пишу, что вижу. Может быть, вас как-то задевает какой-то там консервативный стиль в моих постах, но вы же видели мой генезис. Я не являюсь журналистом провластным, я не являюсь журналистом, наоборот, оппозиционным. Я высказывал как те, так и другие точки зрения, и работал в достаточно большом количестве изданий, поэтому говорить о каких-то там, что-то мне, чтобы я у себя в личном блоге писал по каким-то инструкциям. Но это не исключает того мнения, что активисты его всячески распространяют, как будто бы люди получают деньги от различных структур за высказывание позиций за МСЗ, простите за тавтологию. Получаете ли вы эти деньги? Нет, это старый трюк. Тот, кто не согласен с твоей точкой зрения, обвинить его в продажности. Это тот же упрек можно адресовать им. И адресуют. И адресуют, кстати. Есть тоже точки мнения. Есть вообще разные точки мнения на саму природу деятельности и мотивы этих активистов. Но для меня совершенно неприемлемым является их совершенно оголтелое раскачивание
раскачивание всей этой ситуации в сторону, ну, мягко говоря, далекой от конструктивной. Что это означает? Ну, вот эти крики, вот эти драки, вот эти вот всякие провокации, вот это вот совершенно, это все далеко уводит людей от действительной проблемы, от реального обсуждения проблем, связанных с мусоросжигательным заводом. То есть теряется возможность задать нормальный вопрос, даже если ты противник этого завода, получить на него нормальный конструктивный ответ. Все превращается в трэш, шапито и цирк. Ну, хорошо, с этим понятно, но как вы считаете, кто виноват в этом? Не кажется ли вам, что в этом есть вина в том числе и татарстанской власти? Давайте вспомним, активисты начали протестовать, выходить на митинги, одиночные пикеты больше года назад. Никто не обращал на них внимания, они стояли в минус 30, в плюс 30 с плакатами. Но и вот за 3 месяца до общественных слушаний про людей вдруг вспомнили. Они за это время действительно успели поначитаться всего. Я допускаю момент того, что, вероятно, что-то из этого может быть ложной информацией, может быть и нет. Но как вы думаете, кто виноват в конечном счете? Видите ли, уже теме МСЗ, по моим подсчетам, вот этим дебатам с темой МСЗ года 1,5, как это активно муссируется. И муссируется не только активистами, но и со стороны тех людей, которые имеют отношение к этой сфере, постоянно, вы же не можете сказать, что не было ни интервью, не было ни разъяснительной работы, не выступали те или иные. Представители власти не выступали. Ну как не выступали? Ну вот смотрите, мы можем вспомнить один единственный вариант. Это, по-моему, был апрель прошлого года, мне может изменять память. Круглый стол «Открытой России» с Фатихом Сибгатуллиным, депутатом Госдумы Татарстана, где Фатих Саубанович просто ушел. Со скандалом. С скандалом, да. Он до первого вопроса он просто покинул зал. Но ведь поймите, диалог был. Тот же самый Фатих Саубанович вместе с тем же самым Антоном Голубковым ездили в Подмосковье, смотрели завод. Была достаточно серьезная разъяснительная работа со стороны инвесторов, были интервью на эту тему. Ну, понимаете, здесь тем ближе к кульминационной развязке, тем, естественно, больше хайпа вокруг этой темы. Кульминационная развязка, она, в общем-то, определяется достаточно важными такими вехами. Это вот сейчас идет государственная экологическая экспертиза, соответственно, слушания, связанные с этим. Поэтому неудивительно, что в последнее время действительно эта тема активизировалась, и представители обоих сторон, они достаточно ярко и мощно демонстрируют свои выступления, свои познания в этой области. Но несмотря на то, что, как вы говорите, была разъяснительная работа, как это отменяет тот факт, что, может, вы со мной не согласитесь, что в данном случае жители Осиново вполне имеет право выступать против строительства завода, даже если он действительно не будет приносить никакого вреда. То есть действительно, наверное, поправьте меня, если это не так, что жители имеют право выбирать, что будет рядом с их домом. Что будет с экологической ситуацией в том случае, на их взгляд, если будет построен мусоросжигательный завод. Однако же вы активно навязываете через свой телеграм-канал мнение, что мусоросжигательный завод это хорошо. Но, может быть, жители Осинова все-таки должны выбрать, хотят ли они, чтобы он там был, даже если он самый безопасный. Безусловно, мнение жителей обязательно должно учитываться, местных жителей, при постройке любого объекта. Это не касается даже мусоросжигательного завода, но даже простой элементарной дороги, допустим, рядом, или какого-то высотного здания, или любой совершенно объект, мнение близлежащих жителей должно учитываться. Но не следует забывать, что если этот объект работает в интересах, допустим, всего города, то есть объективно он нужен большинству населения, заселяющего этот город, то мнение меньшинства, оно должно приниматься во внимание, но оно не должно ставиться, превалировать над мнением большинства. Вот в чем дело. Любой будет против, если рядом с ним буду строить какой-то объект. По разным причинам. Если человеку кажется, что этот объект будет как-то нарушать его права.
Ну, простой пример, допустим, ну, строится рядом высотка, от нее тень может падать, допустим, на ваш участок. Ну, вам это может нравиться, а может не нравиться. Да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мнения на этот счет должны учитываться, но они должны в данном случае приниматься к сведению. Демократия – власть большинства, на всякий случай. И, соответственно… Ну, раз уж мы заговорили про соотношение мнений в этой связи. Не был бы построен ни один завод, ни одно серьезное сооружение, в котором есть хоть какие-то риски, если бы бралось во внимание мнение людей, которые живут рядом. Да, но при демократии не получают активисты штрафы за то, что хотят говорить то, что они считают нужным. Регина, твой вопрос. Вы, как вы знаете, мы анонсировали наше с вами интервью в своих соцсетях и получили достаточно большое количество вопросов. И вот один из самых популярных: активисты уверены, что инвестор на общественных слушаниях, вернемся к этой теме, привел в зал около полусотни человек, цитирую, со стеклянными глазами, дабы остальные не попали в зал, дабы эти люди заняли места, и таким образом в помещении оказалось меньше противников мусоросжигательного завода. Заметили ли вы что-то подобное? Вы сами были на общественных слушаниях, я непосредственный свидетель. Как вы думаете, имеет ли место быть такая ситуация? Понимаете, я был не только на последних слушаниях, я участвовал, был на совещаниях рабочей группы, куда входили активисты, которые возглавлял председатель, сейчас заммэра Гниатуллин. И, значит, у нас был на многочисленных их митингах, выезжал вместе с ними на мусоросортировочные станции, вместе с активистами, я имею в виду. То есть я живой очевидец вообще, вот, можно сказать, с апреля этих всех событий, как раз той самой эскалации этой кульминационной точки, и я видел, как раскручивается градус, связанный, как раскручивается атмосфера, связанная, как происходит эскалация конфликта. Кем? Вот смотрите, простой пример. Накануне этих публичных слушаний, которые были 28 числа, были публичные слушания по генплану 20 числа, на который также пришло достаточно большое количество народа, но не было такого, чтобы там в зал врывались, в зал штурмовали, и чтобы там люди стояли настолько плотно. Такого не было. Но там уже прозвучали совершенно открытые угрозы, и, то есть это не с моих слов, можете там в прессе почитать. То есть были совершенно открытые прозрачные угрозы депутатам, Салимову, этому председателю, главе Осинова. Там звучало, могу даже буквально цитировать: «Мы знаем, где ваш дом, где ваша машина», и это звучало совершенно открыто, публично. Но это ведь настроение людей. Это опять-таки вопрос о том, кто виноват. Когда получают угрозы, стараются их минимизировать. Вот. Присутствующий ЧОП на слушаниях 28 числа, если вы обратите внимание, он старался защитить докладчиков, старался защитить меру силы и возможностей докладчиков. Ну, пострадали, естественно, были драки на эту тему, и были нападения на докладчиков, это произошло. Вот представьте, если бы не было ЧОПа, что бы было? Давайте тогда я сейчас. Вот несмотря на то, что вы говорите о том, что люди имеют право высказаться, но демократия это как большинство решает и меньшинство проигрывает, в ваших публикациях в канале вы достаточно пренебрежительно относитесь к противникам строительства мусоросжигательного завода. Считаете ли вы, что вы все-таки, несмотря на то, что это ваш частный канал, вы все-таки журналист, что вы можете так высказываться и так однобоко освещать данную проблему? Вы профессионалы, вы журналисты, вы прекрасно понимаете разницу между журналистикой и блогингом, записях своего личного, собственного мнения
на который не влияет никакая редакционная политика, у себя в своем личном блоге, в своем личном месте в социальных сетях. И я думаю, что вы точно так же выражаете свою собственную точку зрения в своих социальных сетях, свою собственную. Вы же не пользуетесь редакционной политикой или какими-то... Вас там... Ну, лично я стараюсь не высказываться на такие над проблемы. вами главный редактор не давлеет, когда вы ведете свой собственный блог. Это своя собственная точка зрения. И у меня нет пренебрежительного отношения именно к противникам МСЗ. Это немножко неправильный акцент. Ну, так выходит, Альберт. Это откровенно видно. Можно я договорю, конечно. Пожалуйста? У меня пренебрежительное отношение к тем, кто использует, кто играет, кто превратил это все в достаточно полный балаган, пытается сорвать это слушание, но им это не удается. Провоцируют драки, провоцируют совершенно какие-то за грань добра и злодействия. Вот у меня к ним пренебрежительное отношение. Противникам МСЗ, когда в рамках обычной нормальной дискуссии идет обычный, нормальный, простой человеческий обмен аргументами, контраргументами, у меня нормальное отношение. И люди Васинова, я так считаю, люди Васинова, они заслуживают, чтобы была именно нормальная тональность, культурная, нормальный диалог, нормальный спор, как он есть, нормальный обмен аргументами и контраргументами. Здесь можно добиться гораздо большего, поверьте, чем маргинализировать, чем превращать в фарс весь этот вполне нормальное, естественное человеческое желание, как сомнение в этом заводе. То есть, понимаете, вот активисты бросают своим раздутым поведением, своими вот этими, я не знаю, перформансами, они бросают тень на остальных противников МСЗ. И вот пришли люди, наверное, хотели высказаться, наверное, хотели задать вопрос, привести контраргумент против строительства МСЗ. Чем все кончается? Кончается каким-то, извините за выражение, это любой может сесть, посмотреть и за голову схватиться. Ну, Альберт, давайте начнем с того, что, в принципе, практически все люди высказывались ярко против на общественных слушаниях, что достаточно большое количество, нельзя этого исключать, то есть нельзя говорить, что это было не так. Большое количество людей топали ногами, стояли и кричали. В какой-то момент, вы помните, поднялся считаете, просто это нормальная крик. Дискуссия, да? Вот. То Я есть начну с вами разговаривать. Было не 30 человек, которые, скажем так, разжигали все это дело. Это был целый зал. И вот давайте уточним тоже тот вопрос, что как бы вы ни высказывали свою позицию, ваша позиция также отражается на взглядах и на мнении общества, на мнении населения, в частности активистов и жителей Осинова. После того, как, например, вы назвали женщин с детьми овуляшками, простите, но это сыграло свою роль. Почему конкретно вы позволили себе такое отношение к женщинам с детьми? Было очень много вопросов, именно связанных с этим. Почему я назвал овуляшками женщин, которые с маленькими детьми лезут в кипящую толпу, подвергая их жизнь и здоровье существенному риску. То есть, вы понимаете, давайте так исходить, да, это есть какой-то, я переборщил, но если вы видите это сами воочию, когда это не первый раз, когда на слушаниях что-то происходит из ряда вон выходящее. Это, я могу даже сказать, даже самая первая встреча инвестора с населением, там, например, один мужчина пытался разбить проектор, работала милиция. На таких мероприятиях присутствует милиция не просто так, не от того, что извините за выражением, делать нечего, а там всегда есть риск давки толпы, есть риск совершенно неадекватного поведения, риски провокации. Все-таки тема, мягко говоря, далека
от какого-то там утренника в детском саду, куда можно приводить детей и с мамочками собираться. И когда мама, рискуя жизнью ребенка, тащит осознанно его туда, в эту толпу, несмотря на то, что есть условия для того, чтобы посмотреть, это снаружи, трансляции есть, пожалуйста, на воздухе можешь посмотреть. Есть трансляции в интернете, журналисты освещают этот вопрос более чем. Если хочешь высказаться, открыто несколько пунктов приема ваших мнений. Например, по тому же АВОСу можно хоть еще там 30 дней с 28 числа спокойно написать той же мамочке свои предложения по оценке воздействия на окружающую среду, прочитать это 200 с небольшим страничный доклад на эту тему, делать свои замечания, выслать в адрес комиссии. То есть, понимаете, здесь прямо осознанно, вот стоит рамка металлоискателя, женщина коляску пытается протолкнуть в эту рамку металлоискателя, ей надо попасть в эту толпу. До этого были драки, до этого были, на предыдущих по генплану был инцидент столкновения с полицией, когда вытаскивали из полицейской машины, толпа побежала вызволять активиста, были крики нашего Андрея арестовывают, все рванули из зала его спасать, целая толпа окружила полицейскую машину и полицейских блокировала вообще выезд, начали лезть туда, вовнутрь полицейской машины. Вы понимаете, в любой демократической стране это было бы квалифицировано как нападение на полицию. В любой демократической стране полицейских бы не забирали ни за что, потому что, знаете, там ничего не было. Понимаете, ни за что это уже определяется в суде. Отпустили же тут же, Альберт, суда не было, отпустили тут же, и протокола не было. Послушайте, вы же знаете это. Полицейские задерживают, да, но никто не дает права блокировать машины, лезть в машины, препятствовать деятельности полицейских. Это записано и в правилах полиции демократических стран зарубежных, это записано, ну это незыблемые правила, это даже по нашим российским законам полицейские имели полное право. Ну, давайте вернемся. Да, давайте все-таки я вот уточню по поводу не будем, матерей с детьми. У меня две реплики будет. Ну, во-первых, это будние дни и рабочий день, соответственно. В это время дети некоторые еще не ходят в садик, и мамочки могут спокойно с ними прийти, и не нужно им запрещать туда приходить. А вторая реплика, несмотря на то, что вы утверждаете, что там опасно, в том числе для детей, это реально ну опасно. давайте родители все-таки сами будут определять, это не ваши дети, и называть их пренебрежительно овуляшками, ну просто вы, как мужчина, мне кажется, не могли себе такое позволить. Ну, это оскорбление в адрес женщин. Вы знаете... Я же мать, вот это вот все. То есть это все-таки, если бы это были, как вот прям в комментариях пишут, а вы так свою жену называете, когда она там была беременна, например, когда только родила? Моей жене видите? никогда не придет в голову подвергать жизнь своего ребенка опасности. Это ее ребенок, конкретной женщины. Это не только ее выбор. Не забывайте, что родители несут ответственность за жизнь своего ребенка. Безусловно. Даже в уголовном порядке. И если родитель допускает периодически опасность своего ребенка, есть даже соответствующая статья Уголовного кодекса, его могут лишить родительских прав. У меня нет никаких сочувствий к людям, подвергающих жизни своих детей опасности. Ребенок не может сделать свой выбор. Он не может сказать: мама, я не хочу присутствовать на этом мероприятии, мало понятно мне, глубоко неинтересном, где есть психические срывы, где есть драки, где есть реальная опасность быть затоптанным, и может жестко начать работать полиция. Хорошо, с этим понятно, но ваше отношение к этому делу тоже ясно. Но опять-таки давайте вернемся к вопросу о том, как это сказывается на вас в том числе. Эти люди озлоблены на вас. Те же самые женщины считают, что вы их оскорбили, что вы нарушили какие-то этические нормы, в том числе этические нормы журналиста. Несмотря на то, что вы ведете блог, это не перестает делать вас журналистом около этой профессии. Они подвергают жизнь ребенка опасности, а мы должны ими восхищаться. Мы не должны ими восхищаться. А что мы должны? Мы должны молчать, видя, да, когда сейчас там
может произойти непоправимое, а она целенаправленно тащит ребенка именно туда, как будто это даже не вопрос жизни и смерти, понимаете? Можно было тем же самым мамочкам скооперироваться, детей оставить снаружи, а потом зайти, выразить свое там мнение, я не знаю, послушать или еще что-то. С кем оставить, Альберт? Они некоторые в колясках маленькие. С кем оставить? С другими родителями? Ну, они вы, как вы бы... бы оставили Вы своего ребенка на их передергиваете месте? ситуацию. Я вас уточняю, Альберт. Вы ситуацию Просто передергиваете. это Вот у вас действительно очень будут яркий дети, момент. да? Вот у вас будут дети, я не знаю, вы будете их таскать в ситуации, связанные с Это риском? мой личный выбор, поведу или не поведу. Это не ваш личный выбор. Нет, это мой личный выбор. не Это ваш мой личный ребенок, выбор. если у меня Вас будет. лишат родительских прав. Это уже не вам решать. Это мой выбор. Лишат, но и лишат. Как бы это уже мои То есть вы проблемы. поощряете это поведение? Я не поощряю, я всего лишь говорю, что вы как мужчина не имели права, на мой взгляд, оскорблять. Высказать оскорбление. позицию, что это неправильно, ваше право. Называть их авуляшками, ну извините, это просто... Это не оскорбление. Это Ну, не оскорбление. так вот, женщины поняли так. Вы же видели в комментариях в соцсетях, что как раз таки больше вы про авуляшек спросите, а как он посмел. Все же вопросы были на эту тему, то есть они посчитали это Вы оскорблением. понимаете, я вот вижу, да, это вот вопрос всех зацепил, да? Безусловно. Их не цепляет вопрос, связанный с мусоросжигательным заводом, их цепляет вот именно это. Что я посмел, я такой вот нехороший, посмел пренебрежительно высказаться о дамочках, которые таскают детей в драку, в толпу, которая дерется. Это задевает Это людей. другой вопрос. Я должен ему восхищаться, хлопать или просто молчать. Вот, Альберт, вопрос в том, как мы высказываем свою позицию на этот счет. Оскорбляем мы кого-то или не оскорбляем? То есть чем отличаются люди, которые там Можем мы орут и задеть прыгают? чьи-то чувства или нет? Я не считаю это оскорблением. Да, я переборщил, надо было назвать их каким-то менее нейтральным словом, но не менее негативном контексте. Еще складывается ощущение, когда вот вы говорите, что и была проведена работа на том, чтобы показать, как действительно может работать завод, что он не приносит и каких-то экологических проблем, что вот эти, опять-таки, родители детей, которые приходят, зачем-то непонятно, на ваш взгляд, складывается ощущение, что вы очень многих активистов и противников считаете какими-то невообразимыми глупцами. То есть Почему? это просто такое ощущение, ну, опять-таки, я же, когда готовился к интервью, читаю все это, и мало того, что я вижу негатив, ну, может быть, просто вы пишете вот только о тех людях, которые вы считаете действительно неправильно себя ведут. Но так ощущение, что вы не понимаете, что завод нужен, вы не понимаете, что в этом ничего страшного. Вы приходите и там устраиваете какой-то балаган, вы, авуляшки, зачем-то приходите туда с детьми. И все это складывается впечатление, что вы вот реально как-то их считаете какими-то, ну, глупыми и недалекими людьми. Опровергните, Я если это не никого так. не считаю глупым и недалеким. Еще раз повторюсь, я глубоко осуждаю людей, которые уводят обсуждение этой проблемы от конструктивной темы. Я считаю, что наш народ, он умный, и это в большинстве своем культурные, цивилизованные люди с образованием, не дикие какие-то звери или там люди, у которых психика, мягко говоря, не находится в стабильном состоянии. Большинство народа – это трезвомыслящие, здравые люди, и они не нуждаются в трезвомыслящей, здравой атмосфере, в конструктивной. Им довод, а не контрдовод. Каждый человек определится сам, у него должна быть нормальная атмосфера для обсуждения, а не атмосфера цирка, балагана, драк и шапито. А вот я задам этот вопрос по поводу этой вот потасовки 28 июня, где якобы пострадала, как зовут эту женщину, Елена Ямщикова из АГК. И вы, соответственно, тоже об этом писали, и что и выкладывали скриншоты, как в нее летела пластиковая бутылка, насколько я не помню. Однако, вот не помню, позавчера, по-моему, активисты опубликовали свое видео с двумя фактами, где госпожа Ямщикова уносит какой-то пакет за кулисы, ну это ладно, я не разбираюсь, чей это пакет, может быть это ее, что вряд ли, конечно. А второй эпизод, когда стоит несколько человек, они там держат друг друга за руки, как я понимаю, и в какой-то момент госпожа Ямщикова наклоняется на уровень груди, чуть ниже, и после этого девушка, которая там держала эту руку, тут же как бы убирает руку и уходит, и как бы немножко отбегает. И потом фотографию этого укуса. Вот первую версию, что на нее напали, вы выложили, а вторую нет.
Почему? Знаете, Может быть, не заметили еще? Это Давайте- вопрос к однобокости, опять-таки. Да, Смотрите. освещение проблемы. Давайте так, я был близко и видел. Вот давайте ситуацию с пакетом. Ведут люди собрания, докладывают. Вдруг на сцену, сначала был прорыв, потом на сцену начали лезть люди. Вбегает одна активистка и кладет черный пакет рядом с президиумом. Какое должно быть первое действие человека, когда рядом с тобой кладут пакет черный, закрытый, и убегают? Досмотр, как вы сами видели, там же был прорыв, население прорывалось в зал совершенно даже через другие входы и выходы. Потому что их не пускали. Что в этом пакете может быть? Человек совершенно правильно, и на ее месте любой разумный человек схватывает пакет, относит его за кулисы, оставляет и тут же возвращается. Ну, вообще полицию такую в таких случаях подзывают, она же там есть. Да, должны были вызвать полицию. Ну, не знаю, почему это не делалось. Может быть, они вызвали и запротоколировали, что в этом пакете было. Я не знаю, то есть эти действия я не видел. Но Ямщикова поступила совершенно нормально, как вот любой бы человек поступил на ее месте. Когда с тобой, извините, прыгают тебе на сцену, залезает толпа врывается сначала в зал, потом залезает тебе на сцену, кладут рядом с тобой неизвестного содержания пакет. Она этот пакет отнесла за кулисы. Скорее всего, она убедилась, что там ничего такого серьезного нету, и тут же вернулась. Что же развернули активисты? Активисты обвинили ее ни много ни мало в воровстве. Представляете? То есть ей делать нечего совершенно, она ворует пакеты. Дальше обвинение по укусу. Кто укусил эту Елену, откуда она получила эти ранения, неизвестно. Я видел, она участвовала чуть ли не в каждой второй потасовке. Там число соприкасавшихся к ней, то есть она достаточно активно вела. Можете посмотреть записи, это все есть. Она участвовала в нескольких стычках. И где это были получены эти ранения, совершенно невозможно сказать. Но я совершенно видел, да, скриншот выложил, как в голову той же Ямщиковой прилетает бутылка, раз. Видел, как ее ударили в грудь, как ее большим трудом вывели те же самые охранники, от озверевших, прыгавших на нее людей. Это я видел. Это тоже зафиксировано, можете это посмотреть. Там количество съемки и фактуры совершенно не поддается описанию. Поэтому сейчас этим занимаются органы. Кто прав, кто виноват. Я знаю, что с той стороны есть заявление, я знаю, что с этой стороны есть заявление. И давайте не будем сейчас делать выводы за правоохранительные органы. У них есть специальные знания, есть данные, есть фактуры, есть свидетельства, они сами разберутся в этом. Как вы считаете, вообще нужно строительство мусоросжигательного завода в Татарстане или не нужно? Расскажите максимально кратко вашу позицию на это. То есть 3-5 предложений, поскольку мы ограничены во времени. Буду очень краток. Это наш уникальный шанс построить в Татарстане инфраструктуру с нулевым захоронением отходов. Это самая передовая инфраструктура в мире, реализована всего в нескольких странах. Это Андорра, это Швейцария, это, если не ошибаюсь, еще и Британские Вирджинские острова и Монако. Вот. Такого нет даже в Москве. Даже в Москве те мусоросжигательные заводы, которые будут 4, если сейчас все это сложится и они будут запущены, они не позволят уйти от захоронения полигонов, на полигонах. Вот. У нас вся инфраструктура, во-первых, это будет просто, как говорится, high-end в сфере переработки, то есть нулевое захоронение отходов. Второй момент. Бюджет республики не располагает 28 миллиардами, не бюджет республики, не бюджет города, не бюджет местных поселений. 28 миллиардов выделяет, по сути, вся страна. То есть, если вы знаете, там будет работать механизм ДПМ,
его строят именно по этой программе, по этой госпрограмме, благодаря которой инвестору через 15 лет возмещается все эти затраты, эти 28 миллионов плюс небольшая прибыль, и из платежей за предоставление мощности на оптовом рынке электроэнергии. То есть, по сути, средствами всей страны у нас можно делать первоклассную инфраструктуру по мусору, по обращению с отходами, вернее. То есть, если вы видите, сейчас полигоны горят, да, Самосыровская свалка, если вы помните, 2008 год, 2011 год. Ну, да, эта тема не новая, с этим все понятно. Что там выделяется, вы знаете, просто не говоря о том, что свалки отравляют не только воздух, горячей свалки, они отравляют землю, льется фильтрат, это вот вся из гниющей этой массы идет субстанция, она уходит в воды, просачивается в почву, ядовитейшие. Свалки служат лакомым местом для полчищ грызунов, которые, извините, разносчики различных заболеваний чайки, да. То есть это страшная язва, она растет, она в Москве уже это произошло. То есть в Москве произошла та ситуация, когда эти свалки не только горят, но уже и вырабатывают вот эти свалочные газы, и травятся люди, и вообще люди уже там доведены, и вот видели, какая там мусорная война сейчас то есть идет. пока мусоросжигательный завод, по вашему мнению, спасение от свалок. Можно сделать такой тезис заключительный. Да, и второй момент, не доказано вред от мусоросжигательного завода, я имею в виду последних, не прошлого века, а именно вот этих современных заводов, он не доказан. Иначе бы эти заводы с землей сравняли в странах Запада, где они стоят там, в центре городов, и, там, их настроено тысячи. Давайте к следующей теме. У нас мы не только мусоросжигательным заводом едины. Татарский язык. Вы и, опять-таки, все анонимные телеграм-каналы в каком-то адовом порыве плакали и радовались за то, какие же депутаты Госдумы от Татарстана молодцы, что проголосовали за поправки в закон об образовании касаемо национальных языков. Начиная от Ильдара Гильмудинова, который на каждом шагу твердит, что все будет хорошо, все телеграм-каналы сообщили, что это победа. Один у меня вопрос. То есть мы знаем, что этот законопроект будет доработан, и вот Ильдар Гильмудинов на прошлой неделе сообщил лично мне, сейчас я скажу, что он сообщил, что согласно этим поправкам государственные языки республик будут изучаться сугубо добровольно, и что родные языки предусмотрены лишь в 2 учебных планах. В 2 из 4. В начальной школе, по-моему, их 5. И чему же радоваться? Где гарантия, что школы, в данном случае в Республике Татарстан, выберут именно те учебные планы, опять не надавит какая-нибудь там Генеральная прокуратура, Владимир Владимирович или еще кто-то, и люди, ученики смогут изучать на обязательной основе родной язык. Давайте немножко откатимся на несколько недель назад, предшествующих вот этому чтению, первому чтению этого скандального законопроекта, потому что его так окрестили скандальный, с учетом этой совершенно негативной реакции не только в Татарстане, но если вы следите, и вы очень, кстати, взвешенно и аккуратно освещали эту проблему, вот, вы видели, какое по всем национальным республикам прокатилось негодование, непонимание поправок, негодование, неприятие. И, соответственно, я не думаю, что только тут один Татарстан смог героическими усилиями отодвинуть ту редакцию первоначальную этого законопроекта, отодвинуть ее на осеннюю сессию, на более позднее рассмотрение. И вот, кстати, то, что говорит Гильмудинов, это далеко не факт. Вы поймите правильно, все-таки идет еще период согласования поправок, несмотря на то, что есть постановление, которое было, естественно, там депутаты от Татарстана сыграли огромную роль
как и в деятельности согласительной комиссии. И вот это постановление, оно как раз реализует, ну, можно сказать, компромиссный вариант решения этой проблемы, потому что та первоначальная версия, она была совсем жесткой. Ее могли принять в первом же чтении именно как закон, а не как законопроект, то есть передвинуть его на осеннюю сессию и поработать с поправками. Поэтому то, что сейчас происходит, будет происходить различного рода телодвижений, как и с российской, как и с федеральной стороны, как и из национальных республик, как и у нас будут выдвигаться опять-таки разные версии поправок, но то, что проблема не была разрублена с плеча при первом законопроекте и не был принят закон, хотя теоретически это очень легко могло было быть, ведь тогда же мотивировали, нам надо начинать учебный год, нам надо срочно, то есть сначала же его перенесли. Так, сейчас будет второе чтение, опять в июле. Еще раз повторяю, есть время для работы, есть время для корректировки, есть время для выдвижения своих поправок. И вы еще увидите различные версии этих поправок. А что вы скажете, если вдруг вся эта эпопея с поправкой ко второму чтению, что все будет не так с этим постановлением Комитета Госдумы, что все это было вранье, и также во втором чтении, собственно, будет то же самое. Что вы потом скажете о наших депутатах, и только один из них не голосовал за этот законопроект? То, что депутаты от Республики Татарстан проголосовали тогда 19 числа, когда первый законопроект был, я считаю, они молодцы, они действительно смогли перенести, то есть, имеется в виду на второй круг, вывести этот падающий самолет на второй круг отправить. И, значит, сейчас, если произойдет такое, у нас сейчас жизнь такая, штука сложная, и произойти может быть разное. И говорить о том, что они сделают в будущем, я, наверное, считаю, вам лучше спросить их об этом. Как я буду к этому относиться? Я буду относиться к этому, исходя из их решения. Посмотрим, что напишите в июле или в августе. Да, посмотрим, что будет в июне, в августе. Там не забывайте, там еще и будет и третье чтение, и второе еще у нас будет президиум, посвященный вот как бы урегулированию этой проблемы. Он ожидается в ближайшем... Президентский совет вы имеете в виду? Да. Президиум президентского совета, и там будет урегулирование этой проблемы. И, соответственно, я большим оптимизмом все-таки смотрю, худшего не состоялось, не рубанули с плеча, вы не довели ситуацию до того, что родные языки могли вообще вылететь. Там же идет коллизия родной язык и государственный язык. Ну вот государственный собирается... Для татарин он и родной, и государственный. Но ведь еще, ребят, не забывайте, есть Конституция Российской Федерации. Есть Конституция Республики Татарстан. Это не мешало в ноябре, Альберт, чего-то добиться. Ни одна Конституция, ни России, ни Татарстана ничего не сделала. Вы же прекрасно это знаете. И прокурорские проверки, и отмена обязательного изучения татарского больше 2 часов в неделю. Где была Конституция? Не было нигде Конституции. Как советский диссидент эпохи там, глубокого совка хочу выйти на Красную площадь и громко скричать: соблюдайте нашу Конституцию. Это был их лозунг. Я помню этот лозунг. Давай, Хорошо. Давайте также отойдем от темы татарского немного. Мы не можем вас не спросить про инициативу правительства поднять пенсионный возраст. Что вы об этом думаете? Как оцениваете подобные инициативы? Знаете, вы видите, проблема наисложнейшая. В ней столько подводных камней и углов, к ней шли лет, наверное, 10. Если вы даже сейчас видите какие-то там в сети проскальзывают сообщения, что ее готовили 2008 года, и если вы внимательно следили за основными фигурантами дискуссии этой по пенсионному фонду, многие из нашего правительства эту идею закидывали. Это обсуждалось и в научных кругах. То есть, что имеем? Имеем старение населения. Срок старения населения отодвигается, как и во всем мире. То есть давайте возьмем 20-е годы. Знаете, сколько была продолжительность жизни? 43 года. Да, она повысилась к постсоветскому к 30 годам, и ничего не повысили пенсионный возраст. Да, совершенно верно. И она растет. На 30 лет. Она увеличивается. Она растет, она увеличивается. Но
и вдруг растет нагрузка на одного работающего. Если там в советское время было 3,5 человека, содержали одного пенсионера, то сейчас это уже чуть меньше 2. А к 30 году, если мы ничего не будем делать, один пенсионер придется на одного работающего, если те же тенденции экстраполировать. Вот. И получается ситуация такая, что в большинстве стран все-таки модель пенсионный возраст передвинут на более позднее время, и стран, у которых совершенно иной уровень экономики. Там продолжительность жизни больше, Альберт, вы же прекрасно это понимаете. Это и продолжительность, Суть не только но и возраста. уровень экономики. Вот посмотрите наш бюджет пенсионного фонда, он стабильно дефицитный. То есть те страховые взносы, которые собираются, они не покрывают. Я не помню, чтобы у нас бюджет пенсионного фонда был профицитный или хотя бы... Ну, то есть, если люди будут работать дольше, то эта ситуация изменится, на ваш взгляд? Если Меньше они доживут, пенсионеров конечно. от этого не станет. Вы знаете, вот я опять-таки скажу, вот это лично мое мнение, что это я более да, чем нет. Потому что, вот в это нет, знаете, что закладывается? Во-первых, здесь должны попутно решаться достаточно большое количество вопросов. Это первое. Это необходимость обеспечения тех людей, которые подходят к пенсионному возрасту, работы, раз. Второй вопрос – это необходимость, опять-таки, обеспечения молодежи, у которой эти предпенсионщики будут отнимать рабочие места, два. Третий момент – недопущение постараться не допустить безработицы среди людей, которые подошли к предпенсионному возрасту. Третий момент – это совершенно, там еще много моментов. Это совершенно сделать крупные вливания в медицину, уделять огромное внимание медицине, связанное с пожилыми, с их. То есть здесь целый комплекс вопросов, которые наверняка еще будут решаться, и дискуссия сейчас началась. Вы видите, что такого оголтелого, вот все, завтра же это все сделаем, нету. У меня вот один последний будет вопрос. Давайте. В 2005 году, как вы знаете, президент, которого вы очень хвалили на последнем послании Федеральному, собственно, собранию, сообщил, что при его президентстве пенсионный возраст повышаться не будет. Что, соврал? Знаете, английский экономист Джон Мейнард Кейнс был такой, знаменитый английский экономист, основоположник макроэкономики. Он сказал удивительную фразу: если факты меняются, то я меняю свое мнение, а вы, сэр? Посмотрим. Прошло достаточно большое количество времени, и И свои обещания можно уже не соблюдать. Нет, прошло большое количество времени, и мы прошли несколько экономических кризисов раз. В 2005 году была надежда на рост экономики, если вы помните, тогда экономика демонстрировала очень... Который он сам и обещал рост экономики, кстати, на секундочку. Да, и ВВП. Да, но потом произошел 2008 год и произошел 2014 год. Сейчас страна находится в окружении, мягко говоря, там есть совершенно тяжелые моменты, связанные с санкциями, с их влияниями на приток капитала. Брать деньги из-за рубежа очень тяжело, если практически невозможно. Мы должны развиваться за счет своих собственных внутренних ресурсов. И вот когда, и поэтому какие-то сейчас идут предложения, они непопулярные, но где взять деньги, вопрос. Для того, чтобы опять-таки... Меньше тратить деньги на Сирию, Альберт, например. Но это очень долгий разговор. Это долгий разговор. Давайте, наверное, закончим это, на наверное, этой ноте. Отдельно надо как-то на эту тему разговаривать. Спасибо, Альберт. Вам Сегодня у нас спасибо. в гостях был журналист, блогер Альберт Бигбов. Смотрите нас на нашем сайте belreal.org, в социальных сетях и на нашем канале в YouTube.